Если что, это заканчиваю. А теперь я коротко и быстро, чтобы было, отвечу на один вопрос и просьбу. У меня просьба и вопрос. Мне прислали скрин женоподобной одной. Я знаю, что он в эфире. Я уверен, что он здесь сейчас сидит и слушает. Я прошу в первую очередь, чтобы вы знали одно. Я вас прошу не писать, не заходить, ничего говорить не надо, не обращать в первую очередь внимание на него. Сейчас я покажу. Вот эта женщина, которая упоминает мое имя. Мне прислали этот скрин. Я вам о нем фактически вообще не рассказывал, поскольку эта мразота, простите, как-то неправильно будет мразота, это не буду опускаться до уровня этого женоподобного. Хочу зачитать вам, раз у нас такая тема Ерсюагар. Сейчас. Что-то у меня пропадает. Братик Хаица, он ощущается. Дина Сарылц. Не забывайте, еще важно, что у нас одно из новых, то, что была река Дзурдзукети, которая называлась. Аргун называлась река Дзурдзукети. Ну ладно, видать, я его не сохранил здесь. Это женоподобное существо, я бы не стал бы его даже так называть. Пишет, что я клоун. За это я его называю, чтобы вы знали, женоподобное существо, потому что мужчина. Я при встрече обязательно, я постараюсь встретиться, как у меня получится. Я тебе покажу, кто есть кто. Это раз, потому что я никогда тебя не оскорблял. Ты, наверное, забыла, когда ты пришла ко мне в мой директ, плакала, как женщина, плакал. Говорил, что там твои подписчики меня оскорбляют. Я никогда ни одному человеку не говорил, чтобы пошли туда, на этот канал или этот канал и говорили что-либо. Я всегда, показывая свое лицо, говорил, если у вас есть факты, аргументы, приходите в эфир, расскажите. Ты, наверное, забыл, как ты рассказывал со своей писульки про 18 тысяч убитых Деникиных, с Деникиным офицеров. Как ты говорил, что Ермолов уехал в свою Чечню, мою родную Чечню, где воевали якобы против Ермолова. Ты не предоставил ни одного документа, ни одного факта. У меня есть этот дневник Деникина, у меня есть книга Ермолова. Ты нигде не смог опровергнуть, потому что ты балабол и болтун. Мне наплевать и начихать, что ты зарабатываешь, кого ты что отрабатываешь. Я тебе сказал и предупреждаю тебя еще раз и последний раз. Не называй мое имя и не говори за меня. Ты меня понял, надеюсь. Дальше я тебе отвечать, писать. Если бы ты был бы мужчиной, ты бы зашел бы. Я тебе сказал, когда ты плакал, приходил и плакал, говорил, меня там оскорбляют, твои говорят, это сделал. Я клянусь именем Всевышнего Аллаха, никогда не говорил ни одному человеку, чтобы кто-либо ходил, оскорблял тебя. Это ниже моего достоинства. Я, в отличие от тебя, балабол, смотри, точно ты написал, я тебе сейчас зачитаю, чем ты занимаешься. Этот скрин твой.
Тебе пишет, я не знаю, кто это, походу осетинка. Тебя родители не учили уважать людей, которых ты не знаешь. Не знаешь, осетины не хуже никакой нации, пойми это наконец-то. Написали ему. Этот пишет. Хотя, запомни, говорит, с большой буквы, у меня есть анкеты и осетинским блогерам. Я про себя закидываю утки, чтобы пиарили бесплатно. Это работает. Я никогда в жизни под левыми никами не захожу в YouTube канал, чтобы писать, себя рекламировать. Тот, кто есть, ко мне приходит и так. Кто не приходит, я не переживаю. Понимаешь? Я ничего бабло не отрабатываю, и мне никто не указывает. Клянусь именем Всевышнего Аллаха, Валлахи, Биллахи, Талахи, присутствую. Вот моего брата, который пришел, он со мной почти что каждый день. Он знает, кто мне что-либо дает, кроме донейшена, который мне и то по чуть-чуть, вообще немного, который донатят мне мои подписчики. У меня никакой зарплаты, никакого работодателя в этой части у меня нету. Каждую книгу. Апти, сколько стоили книги, которые мы с тобой зашли посмотреть? Меньше 5000. Сакинчики, Эрита. Ни одна книга нормальная, которая по истории мы захотели в центре, в книжном магазине, меньше 5000 не стоила. И книги, и карты. Я все прошу, кто поможет, кто подарит. Апти подарил пару книг. Лему подарил 10-20 книг. Там Шах с картой помог. Другой, третий. Я вот так работаю. Не из-за тебя, понимаешь? Неизвестно что. Еще раз я тебя предупреждаю. Тем более он чеченец мне проедет. Кому? Тебе? Тебе, Мыжги, который не знает, от кого он родился? Тебе я проигрываю? В чем? Ты будешь меня учить моей истории? Ты свое происхождение найди для начала. Не надо меня учить. Я знаю, что ты здесь и сейчас слушаешь это. Можешь запомнить. Мне какие-то мужги вообще ни во что. Ты понял меня? Занимайся своими делами. Не называй мое имя. Мне до тебя дела нету. Ты ни про Дзурдзуков, ни про кистинцев, касающиеся моей, Деникин, Ермолов, ты ничего не знаешь. За осетин или что ты там с ними делаешь, мне дела нету. Не тронь чеченцев. Жалко, что ты был здесь, и я не узнал об этом. Здесь бы я бы встретился, и мы бы поговорили. Кто что знает. Ты же говоришь, я могу там по истории и так далее и тому подобное. Понимаешь? Поэтому, еще раз, я прошу всех моих подписчиков, мои братья и сестры, не ходите к нему на канал, не пишите ему ничего от моего имени, мне не нужно. Это балабол, который не смог не доказать ничего. Ни по Ермолову, ни по Деникину, ни по 18 тысячам убитых, которых он говорил. И тем более про какие-то догадки, сказки, которые там рассказывают про остальное. Все, что нужно, кто хочет узнать, может прийти, отправить запрос. Я вам зачитаю с книги, покажу, никаких проблем нет. Не пишите, не захотите, не тратьте свое время. Нам некогда на Дом 2 тратить свою жизнь, понимаете? Я просто-напросто, мне прислали немного, без малого 10 человек прислали мне скрины. Не обращай. А тебе, Артемушка, Домушка 2, я тебе сказал, я о тебе не говорил и знать тебя не знаю. Когда ты пришел первый раз плача, я тебе сказал, приходи ко мне в эфир, если ты хочешь. Я перед всеми скажу, вот Артем, не троньте, я его не знаю, я ничего не говорил и не говорите. И сейчас я говорю своим подписчикам, ради Аллаха, выжри, я вас прошу, не пишите, не заходите, дело вам не должно. Пускай делает, что хочет, пускай отрабатывает, что хочет, что... Не обращайте внимания. Я, по крайней мере, больше туда, то, что вы пришлете, я даже не буду, не обижайтесь, буду игнорировать. Если бы он хоть маломальски знал бы историю, я бы еще, может быть. А так, я не знаю, кто он, что оно. Всякие гадости там писать про него не надо. Не заходите от нашего имени, вообще не пишите. Этот вопрос закрыт. В принципе, если он зайдет сейчас, я с удовольствием покажу ему
кто знает, и кто клоун, а кто и шапито. Хайповать на мне у тебя не получится. А теперь я хочу другого балабола. Будущего. Ир Суркова, слева латтер. Настоящая фамилия Дудаев. Новчувыр. Ну, смесь культуры с носорогом. При правительстве Адзам Дамида Марталави, но при Путине он занимал очень серьезную должность. Цених латтер пошло мне в воздух. 10 латтер вот давала Европе лавыш. Такая смесь политиканизма. Тоже черт один. Телефон аппарат, я же будешь блогерш. Основной атак, не же будешь блогерш больше. Это не просто блогер. Ханбузустанова, щи ахша, щи русская, щи был пожелал ханячвал, а вейдер эштхол, щи хам осознать, а это. А это финансово подпитывать лишь. Материально, но усолдишь профессионально. Это большая группа с прикрытием, хорошим прикрытием, со стороны государства прикрытием. Дадол. Но усолдишь, лилиш, профессиональный пропагандистический бригадир. Огромная команда работает против нас. На самом высоком уровне поддержишь. Так что блогеры бизнес, их духа мог лдикорыш. Информация, хамацани, но усталишь. Но все это нужно финансы. А что, сам халуц. А семья хамлил дежмей. А это не просто, знаете, чтобы ролик снять, это не просто включил телефон и сел и 5 минут что-то наболтал и сразу в интернет. Ну, вот есть такое понятие, когда человек лжет, ему легко, у него границы безграничны. Он ограничен самой правдой. Поэтому, чтобы снять хотя бы 5 минут ролик, тут неделями иногда приходится работать, чтобы собрать. Что за тупой чувак, блин? Неделями ролик снимает. Чтобы какой-то ролик снять, это не просто включил телефон и сел и 5 минут что-то наболтал и сразу в интернет забросил. Ну, вот есть такое понятие, когда человек лжет, ему легко, у него границы безграничные. Без обордучего а багдардучего он ограничен самой правдой. Поэтому, чтобы снять хотя бы 5 минут ролик, тут неделями иногда приходится работать, чтобы собрать самой правдой. Поэтому, чтобы снять хотя бы 5 минут ролик, тут неделями иногда приходится работать, чтобы собрать будущего. Ир Суркова, слева латтер. Настоящая фамилия Дудаев. Новчувыр. Ну, так, коротко по этому ролику я сейчас ответил. Настолько смешно вообще. Для начала. Фотография, которую вы видите, сделана коротко. Я не оправдываю, просто я вам показываю. Во-первых, чувак изменил имя. Во-вторых, изменил свой голос. Оно настолько трусливое, что поменяло все. В-третьих, Сурков приезжал в лагерь.